полярных льдах наполнит жизнь цветок, и вечной мерзлоты пробив породу, он наклонится утром на восток, чтоб солнце провести по небосводу. Рассказывая о Наурызе, очень сложно придерживаться какой-то одной выбранной тематики. Настолько это явление яркое и многогранное. У всех народов без исключения главнейшими являются календарные обычаи и обряды годичного цикла. Их универсальность очевидна, они связаны с законами мироздания. Солнцестояние и равноденствие, как астрономические явления, маркируют собой основные времена года, сезоны, которые отражены во всех известных системах солнечного летоисчисления. В древности у некоторых народов за начало Нового года принимали момент, когда Солнце входило в знак Овна. К созвездию Овна Солнце устремилось. Мир получил закон и власть, и милость. В созвездии Солнца начало блистать. Весна Вселенной расцвела опять. В своем годичном цикле Солнце, двигаясь по эклиптике, в определенный момент пересекает небесный экватор и переходит из южного полушария небесной сферы в северное. День становится равен ночи. Его продолжительность в среднем составит 12 часов 8 минут. Наступает день весеннего равноденствия, когда Солнце всходит почти точно на востоке, заходит почти точно на западе, а ровно в полдень на экваторе оно будет находиться в зените. С этого времени ночь будет становиться короче, а день начнет прибывать. Из-за различия между календарным и астрономическим годом весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и ежегодно может сдвигаться на несколько часов. Поэтому оно может выпадать на 20, 21 или 22 марта. В день весеннего равноденствия с восходом солнца в свои права вступит весна. О, юная весна, душе дай вдохновение, посевам свежесть дай, садам даруй цветение. Календарные обычаи и обряды составляют важную часть такого общественного явления, как праздник. Весенние календарные праздники есть у многих народов. Они очень тесно связаны с традиционной культурой. Наурыз – один из самых древних праздников на Земле. Его следы теряются в глубине тысячелетий. Но до сегодняшнего дня этот праздник сохранил самое главное – свою гуманистическую идею победы добра над злом. Он призывает людей к благим помыслам, благим делам и благим словам. В этот день обновляются природа и человек, обретая новую жизнь. Это обновление является частью древней цивилизации, которая в этот день призывает современный мир жить лучше, направить сердца и мысли в сторону добра и дружбы. Не отдам этот мир в руки зла, взявшись за руки, станем творить добро. Не вечен ни добрый, ни злой человек, пусть вечными останутся только добрые дела. За 2500 лет Наурыз не мог полностью сохранить свою первоначальную форму. В разные исторические периоды происходила определенная адаптация традиционной культуры к новым историческим условиям. Его появление восходит ко временам творения Авесты, священной книги зороастризма, одной из древнейших пророческих религий. Согласно учению Авесты, люди должны каждую весну отмечать появление жизни на Земле, зародившейся в 6 видах – небе, воде, земле, растениях, животных и человеке. В праздновании Наурыза были сведены воедино 2 главных культа – поклонение огню, источнику силы и жизненной энергии, олицетворяющему домашний очаг, и обожествление солнца, как небесного источника тепла и света. Остальные элементы также находили свое проявление в практике празднования Дня весеннего равноденствия. Реконструкция и восстановление обрядов и ритуалов, возникших тысячелетия назад, возможно на основе изучения этнографических материалов, а также с использованием изобразительных и письменных источников. О Наурызе мы узнаем из произведений известных средневековых авторов Омара Хайяма, Бируни, Фердауси, Саади, Рудаки и многих других. В своих трактатах и стихах об этом празднике они использовали более древние предания и легенды. Большинство средневековых авторов связывает зарождение праздника Наурыз с именем мифического царя древних иранцев Джамшида. Словно солнце небесных высот,
сиял повелитель прославленный тот. Сходился народ на его торжество, дивился величию царя своего. Джемшида, осыпав алмазным дождем, назвали тот радостный день новым днем. Тот день был Хормоз, месяц был Фервердин. Забыв о заботах, не помня кручин, под говор струны за ковшами вина вся знать пировала веселья полна. И люди тот праздник святой сберегли, как память о древних владыках земли. В периоды правления саманидов, сельджукидов, моголов, тимуридов и прочих династий, официальная идеология которых была мусульманская религия, Наурыз продолжали отмечать. Однако со сменой правителей и религии многие обряды были исключены из ритуальной практики и со временем забыты. В отдельных странах были периоды, когда Наурыз вообще находился под строжайшим запретом. Лишь немногие из древних обрядов сохранились до наших дней. Люди бережно их хранят и соблюдают. Накануне праздника наводят порядок в доме, чистят родники, сажают деревья, готовят новую праздничную одежду, подарки и, конечно же, угощения. Вместе с тем в каждой стране сложились свои культурные традиции и особенности празднования Наурыза, свои персонажи, ставшие символами праздника. Огонь, как и тысячелетия назад, является главным символом этого праздника. В последний перед Новым годом вторник, а в ночь на среду, проводится обряд, посвященный огню, Ночь огня. После захода солнца на улице появляется Ати-Шафрус, зажигальщик огня, одетый в плащ дервиша. Постукивая двумя дощечками, он поет традиционную праздничную песню. Раз в год приходит зажигальщик огня, чтобы зажечь пламя, в котором сгорает все зло. Люди на улицах раскладывают огонь, зажигают костры и прыгают через них, веря в то, что огонь заберет все их проблемы, а взамен подарит радость и силы на весь следующий год. С горящими факелами жители обходят улицы и дома. Кругом вспыхивает пламя, взлетают в небо ракеты, трещат, крутясь, огненные колеса и шутихи. В небе яркими огнями загораются фейерверки. С праздником Наурыз связаны представления о некоторых допускавшихся вольностях, проявлявшихся в массовых карнавалах и сопровождающихся буйным весельем. На базарах и на улицах появлялись акробаты, фокусники, актеры и музыканты. Встреча Наурыза начиналась с вестников специальной группы людей, извещающей о наступлении весны и приближении праздника. Ряженые били в бубны, танцевали и пели, получая за свое мастерство вознаграждение от прохожих. Одним из обычаев было избрание новогоднего правителя – Мири Наурыза. Толпа ряженых людей провозглашала комичного царя, который управлял селением последние 5 дней перед Наурызом. Мири Наурыз мазал лицом мукой, наряжался либо в смешную нелепую одежду, либо в халат красного или желтого цвета. Садился задом наперед на мула или осла и ездил по селу. В руках у него была тетрадь, в которую он записывал жалобы от населения. В течение праздника Мири Наурыз имел право отдавать приказы всем без исключения жителям селения, остро критиковать богачей, торговцев и правителей. Провинившимся он назначал наказания, сопровождая свои действия шуточными прибаутками. Те, кто сопротивлялся или отказывался ему платить, обливали водой. Традиция была настолько сильна, что простые люди, участвующие в таких действиях и выступающие с критикой, не подвергались из-за этого преследованиям и наказаниям. В Казахстане во время празднования Наурыза на улицах можно встретить героев народных сказок: Алдара Касейер, Тастыка, Алпамыса, Жиринше, красавицу Карашаш, доблестных воинов-батыров. В яркие праздничные костюмы одеты жирши-зазывалы. Они приглашают людей веселиться. Эти персонажи напрямую не связаны с Наурызом, но занимают свое достойное место в казахском фольклоре, и народ любит своих сказочных героев. С давних времен в степи существовал популярный мифический персонаж Кадырата. В последнюю ночь перед Наурызом Кадырата обходит 40 домов, принося в них счастье и благополучие. Казахи не могут отказать путникам в ночлеге, так как считают, что одним из странников может оказаться Кадырата. Согласно легендам, Кадыр – древнее божество, под ногами которого, куда бы он ни наступил, все расцветает.
Само слово «кыдыр» и «хыдыр» означает «ангел». Поэтому считается, что Кыдыр-ата может быть и старцем в белой одежде, и молодым человеком в зеленом наряде. У других тюркских народов существует подобный Кадыр-ате мифический персонаж. Это Хыдыр или Хызыр Ильяс, которого представляют в образе старца в белых одеждах. Считается, что перед началом праздника Хыдыр на своем белом коне путешествует по миру, заглядывает в дома и проверяет людей на милосердие и помощь. В доме, в специально отведенное место, хозяйки ставят блюда с пшеничной мукой. Считается, что если дом посетил Хадыр Ильяс, то на муке останется отпечаток его ладони и благополучие на целый год. Обязательным участником на празднике Навруз в Иране является старик с длинной седой бородой и посохом в руке – Аму Навруз. Он носит яркие цветные шаровары и войлочную серебристую шляпу. Его длинный синий парусиновый плащ подпоясан широким кушаком. Этот мудрый старик рассказывает детям и молодежи историю и легенды старого Наурыза. Но самое главное, он дарит подарки. Как правило, это деньги. В Иране принято дарить деньги. На Наурыз бумажные купюры закладывают между страницами книг. Особенно ценятся деньги, которые подарили заложенными в книги с произведениями древних авторов – Шахнаме или Наврузнаме. В Иране в дни празднования Наурыза обязательным является появление на улицах городов и селений Хаджи Фируза, одного из самых необычных и ярких персонажей традиционного фольклора. У него черное, покрытое копотью и сажей лицо, костюм ярко-красного цвета, а на голове фетровая остроконечная шляпа-колпак. Хаджи Фируза можно встретить везде. Люди всех возрастов собираются вокруг него и его свиты из музыкантов и танцоров. За пару монет они поднимают настроение счастливыми пожеланиями в Новом году и традиционными шутками. В руках Хаджи Фируз носит огромный бубен, ударяя в который он танцует и распевает незамысловатые песенки, такие как «Хаджи Фирузе», «Сали Вирузе». Примечательно то, что при исполнении специально меняется тембр голоса, появляется искусственная своеобразная хрипота, поэтому пение звучит очень необычно. Тематика песен самая разнообразная, но, как правило, это шуточные четверостишья. Есть одно, другого нет, Бог один, второго нет. Под небесной синевой сидела старая с клюкой. سالی یه روزم بله حاجی فیروزم بله مثل نیم سوزم بله بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن من نمیتونم میتونی چجوری بشکنم تق تق چطوری بشکنم تق تق. Считается, что если в семье возникают трудности, то значит дом покидают хранящие очаг ангелы, лишая членов семьи благословения. Наверное, именно поэтому чудно одетые люди в красной одежде и с черным лицом ходят от дома к дому. Появление Хаджи Фируза создает счастливую атмосферу в семьях, поднимает настроение и прогоняет грусть. Чтобы весь год был счастливым, он должен начинаться с радости, счастья и смеха. У тюркских народов сегодня наиболее популярны, особенно среди детей, такие персонажи, как Коз-коса и Кичал. Коз-коса олицетворяет уходящую зиму. Это старец с редкой бородкой. А образом приходящей весны является Кичал, молодой персонаж. Между собой Коз-коса и Кичал вступают в шуточную борьбу, в которой победу в итоге одерживает Кичал.
Еще один мифический образ у тюрков – Году или Дуду, который является богом солнца и встречается в песенках, чаще всего исполняемых детьми. Дети красят красной краской щеки, ходят по домам, собирают сладости и разноцветные яйца, чтобы задобрить году и ускорить его приход на землю. Несмотря на некоторые различия, все представленные персонажи праздника Наурыз очень схожи между собой, поскольку несут людям радость, веселье, благополучие и мир. В традициях Наурыза не сохранилось персонификации возрождающейся природы. Однако невозможно представить Наурыз без цветов. Поэтому цветок стал обязательным символом праздника весны. Это может быть подснежник. Его цветение является неоспоримым доказательством прихода весны. Во многих странах сохранился обычай. Накануне Наурыза за первоцветами отправляют детей. Первый, кто находит пробившийся из-под снега подснежник, считается большим везунчиком. Дети собирают цветы, связывают их в букеты и с песнями дарят своим матерям, сестрам, соседкам, просто прохожим женщинам, разнося весть о приходе весны. Женщины прикладывают цветы к глазам с благодарностью, что могут встретить наступающую весну, а детвору угощают сладостями. Все собранные ребятам конфетам, фрукты и печенье делят поровну, а в некоторых местах устраивают детские праздничные дастарханы. Яркими и праздничными выглядят шествия с букетами и цветочными гирляндами. Сердца людей наполняются радостью от цветущих веток яблонь и вишен. Но особое место среди всех весенних цветов, конечно, занимает тюльпан. Именно он является самым красивым символом Наурыза.